Эта авария шокировала всю республику. 25 октября 23-летний водитель «Мерседеса» въехал в УАЗ, в котором взорвался газовый баллон. Водитель и пассажиры сгорели заживо. Выезд на встречку – одна из главных причин смертельных ДТП. Каждая третья смертельная авария происходит при столкновениях лоб в лоб. Буквально вчера в Сарманово 26-летний водитель «Шкоды» на встречной полосе врезался в «Жигули» и погиб на месте. Мы говорим о наказании в адрес водителя, но мы должны, наверное, говорить о том, что какая трагедия происходит из-за выезда на полвстречного движения. Говорим, что до 3 лет лишения свободы. Да, он отсидит 3 года, выйдет из мест лишения свободы. Но те жизни, то здоровье, которое калечится на дорогах из-за выезда на полвстречного движения, уже не вернуть. С начала года произошло 2827 ДТП. Это на 2 десятка больше, чем за тот же период прошлого. Жертв стало меньше, как и пьяных на дорогах, но они по-прежнему одна из причин трагедий. По вине нетрезвых водителей произошло 177 аварий, погибли 28 человек. Больше 900 водителей задержали за повторную езду в состоянии опьянения. Это уголовная ответственность и конфискация машины. Ни в коем случае это не должно быть, общество не должно воспринимать, что как стукачество, я не знаю, как это назовем, доносом, но увидел нетрезвого водителя, надо незамедлительно об этом сообщать. Еще раз говорю, это не донос, а спасение жизни. Детский дорожно-транспортный травматизм вырос по всем показателям. Дети-пассажиры чаще всего страдают по вине родителей. 6 ноября в Тукаевском районе 36-летняя женщина, водитель «Лады Приора», выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто. Пострадали 4 детей – 11, 8, 6 лет и годовалый малыш. 10 сентября погиб 2-летний ребенок. Он был в детском кресле, но не пристегнут. 16 ребят погибли, будучи пешеходами. Чтобы безопасно перейти дорогу, нужно не только найти установленное место и дождаться разрешающего сигнала, но и убедиться, что все машины остановились и пропускают. Это простое правило сегодня приходится напоминать не только детям, но и взрослым. Пешеходы по-прежнему самая уязвимая категория. Только в этом году погибли 56, но многие все еще переходят дорогу там, где придется, игнорируют светофоры и неожиданно выходят из-за препятствий. Инспекторы напоминают и о световозвращающих элементах. Так, в Беларуси их сделали обязательными. За год смертность снизилась на 70%. Лена Знатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань.